Добрый вечер. Это Якутия день за днем. Рассказываем о главных событиях в Большой Республике и за ее пределами. Я Александр Лысак. Смотрите сегодня. Об интриге, которой не было, в Якутии назначили нового председателя правительства. Владимир Солодов сменил дальневосточное полпредство на кабинет министров региона. Кто он, второй после главы? Премьер-министром должен быть экономист или финансист. А Солодов – кандидат политических наук, он-то наэкономит. Ну, не стоит забывать, что Солодов курировал вопросы социальной и экономической политики, когда был заместителем полпреда на Дальнем Востоке. Южная Якутия в приоритете. В Нерюнгринский район направят в рамках поддержки Дальнего Востока 500 миллионов рублей. Деньги получат местный водоканал и детская больница. Детская поликлиника находится в плачевном состоянии. Туда даже бывает порой и страшно заходить, и не хочется, если честно. Посетить Алмазный край и обсудить политику компании «Алросом». Айсен Николаев побывал в Мирнинском районе. Интересовали ремонт дорог, строительство социальных объектов и надоевшие долгострои. Вода канализации выполняется сейчас. Срок исполнения до конца июля. В сентябре мы его сдадим. Слушай, Роман, давай не будем Арсений Сергеевич, в сентябре я сдам, я обещаю. Все народы Якутии едут на эссе Халанхо. Национальный праздник начался в Алдане. Встречать лето жители республики будут 2 дня. Что ждет гостей, как готовился район золотодобытчиков. Оле-оле! Чемпионат мира по футболу продолжается в России. Как спортивный праздник превратился в фестиваль культур и стран. Какая атмосфера царит в городах, где проходят матчи Мундиаля? Во всяком случае, Россия уже показала, и многие болельщики из разных стран это подтверждают, то, что чемпионат получился, и Россия очень доброжелательно и дружелюбно встречает всех своих гостей. Секрет Полишинеля раскрыт. В правительстве Якутии новый председатель. Им стал Владимир Солодов, теперь уже бывший заместитель полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева. Указ о премьер-министре подписали 26 июня, но о назначении Солодова стало известно еще на прошлой неделе, поэтому интриги не было. Главе кабинета министров 36 лет, родился в Москве. Солодов хорошо образован, прошел через факультет государственного управления МГУ и Институт политических наук Парижа. И все же. Ну что, доволен новым премьер-министром? Дождались, назначили варяга Солодова. Друг мой, не местный еще не значит, что некомпетентный. Евгений Чекин, предыдущий председатель правительства из Ярославской области. Другой премьер-министр Якутии Галина Данчикова 5 лет проработала в Москве. И все-таки, разве Солодов видел Якутию? Знаком ли он с нашим регионом? Ну, Солодов, как заместитель полпреда на Дальнем Востоке, часто приезжал в Якутию. Был на эссехе Туймады, например. Посещал спортивные игры «Дети Азии». Знаком с местным производством, промышленностью. Якутия не новый регион для него. Но у бюджета Якутии проблемы. Премьер-министром должен быть экономист или финансист. А Солодов – кандидат политических наук. Он-то наэкономит. Ну, не стоит забывать, что Солодов курировал вопросы социальной и экономической политики, когда был заместителем полпреда на Дальнем Востоке. И что? Как что? Экономический блок правительства Якутии максимально укреплен. Один Алексей Стручков чего стоит? Во главе кабинета министров нужен управленец. Солодов 50 статей опубликовал по государственному управлению. Участвовал в запуске множества программ. Например, «Глобальное образование». В ней участвовали и якутские студенты, кстати. А инвестиции? Что с инвестициями? Сможет ли Солодов привлекать инвесторов, если он только назначен? Это очень хороший вопрос. В полпредстве Солодов был инвестиционным управляющим, то есть помогал частным инвесторам взаимодействовать с федеральными и региональными властями. Сейчас, кстати, на Дальнем Востоке реализуют 1500 инвестпроектов на 60 миллиардов долларов. Солодов понимает, как работают федеральные министерства. Следовательно, Якутия будет активнее участвовать в федеральных программах и проводить реформы. А работать-то он уже начал. Несколько совещаний провел, задачи определил. В первую очередь ликвидация последствий паводка и борьба с лесными пожарами. При этом традиционных планерок больше у правительства не будет. Основной акцент – исполнение майских указов президента страны. В общем, оценку новому премьер-министру еще успеем поставить, но для этого ему нужно войти в рабочее русло, а нам дождаться первых ключевых решений.
Что еще нужно сделать в Якутии? Как залатать 15-миллиардную дыру в республиканской казне? Бюджетными ножницами или инвестициями? И почему не стоит бояться слова «оптимизация»? Об этом мы и поговорили с исполняющим обязанности председателя правительства Якутии Владимиром Солодовым. Вы давно курируете Якутию, так что не надо долго входить в курс дела, в проблемы, в определенные ситуации. Какие первоочередные задачи, на ваш взгляд, нужно решить в регионе? Задачи, которые стоят перед правительством и передо мной лично, предельно ясны. У нас сейчас две первоочередные задачи. Первая из них связана с ликвидацией последствий паводка, который у нас начался весной и не окончился до сих пор. И здесь нам нужно в кратчайшие сроки обеспечить то, чтобы полностью было восстановлены все разрушенные объекты, и права граждан были неукоснительно соблюдены. Вторая задача касается бюджета, выравнивания сбалансированности бюджета и ликвидации этого дефицита, который сложился. При этом, наряду с этими первоочередными задачами, безусловно, большое внимание будет уделяться и стратегии, потому что необходима перезагрузка системы управления, повышение эффективности работы. Дефицит госбюджета республики составляет около 15 миллиардов рублей. Огромная цифра. Как будет решаться этот вопрос? Тем более вы как раз сказали, что это одна из первоочередных задач. Одно из направлений – это неукоснительная работа по обеспечению доходной части бюджета. Я могу сказать, что несмотря на риски, которые есть, бюджет будет сформирован, доходная часть его, и мы выйдем на те показатели, которые были заложены. Тем не менее, это требует внимательной работы со всеми налогоплательщиками и отслеживания рисков, которые могут возникать, связанных с внешними факторами. Большая работа проводится по изысканию новых источников дохода. Я знаю, что Айсен Сергеевич Николаев большую работу проводит с руководством компании «Алроса» и с Минфином России. И я могу заверить вас, что к осени мы выйдем на сбалансированный бюджет. Я уже обратил внимание, что к слову оптимизация в республике относится неоднозначно, понимая под ним прямое сокращение численности государственных служащих или прямое урезание расходов. Так вот, я против такого понимания этого термина. Оптимизация – это получение оптимального результата на основе имеющихся ресурсов. Именно этого принципа мы будем придерживаться, когда будем формировать следующий бюджет и сосредотачиваться на тех мероприятиях, на тех объектах, которые дают максимальный эффект с точки зрения качества жизни граждан, с точки зрения роста экономики. То есть, правильно понимаю, в тотальную экономию мы уходить не будем, дополнительные дырки на ремне пробивать тоже не будем? Мы будем уходить в тотальную эффективность. Каждый рубль бюджета, который будет тратиться, будет четко привязан к эффекту, который он дает. И это будет принципом, из которого мы будем исходить. Вы ранее ознакомились с легализацией мамонтового бизнеса в республике. Каким образом это все-таки будет происходить? Потому что добытчики мамонтовой кости, они, как правило, находятся в тени, такие вот черные копатели. Я начну несколько со стороны, что в целом я очень рад, и для меня большая честь приступить к работе в Республике Саха-Якутия. Это особый регион, и целый ряд направлений экономики носит не просто такой экономический характер, они носят важный символический и традиционный характер. И мамонтовая фауна, работа с бивнями мамонтов относится, несомненно, к таким особым отраслям экономики и народного творчества. Я действительно практически год уже веду ее с позиции полномочного представительства президента. И сейчас мы будем действовать по двум направлениям взаимосвязанным. Во-первых, совместно с депутатами, с Галиной Иннокентьевной Данчиковой, с Николаем Николаевым, председателем профильного комитета, инициирован уже законопроект, который введет нормативно-правовые основы этого бизнеса и введет некие ограничения. Последовательно мы будем стимулировать переработку мамонтовой кости на территории республики. И мы надеемся, что косторезный кластер возникнет у нас здесь, в республике, мы больше денег будем получать. Но одновременно с этим мы уже в этом году, не дожидаясь принятия закона, запустим торговую площадку, которая позволит нам получить объективную оценку стоимости бивней, а также начать легализацию этого рынка. В ближайшие дни, я думаю, что о такой площадке
площадки мы уже объявим, и в этом году первые торги состоятся. Вот в Якутии множество инвестпроектов. Какие из них вы видите в качестве приоритетных, которые необходимо уже сейчас реализовать, запускать? Ну, вы правы, что инвестиционных проектов много, и с одной стороны каждый проект хорош, и нельзя сказать, что какой-то инвестиционный проект не нужно поддерживать. Любые деньги, которые приходят на территорию республики, любое предприятие, которое открывается, мы будем всячески приветствовать и помогать ему развиваться. Но инвестиции нельзя оценивать только по количеству, нужно также принимать во внимание качество инвестиций. Тот мультипликативный эффект, который возникает в результате создания рабочего места. И здесь он впрямую связан с уровнем передела и с высокотехнологичностью тех процессов, которые реализуются. Поэтому большое внимание помимо недропользования мы будем уделять несырьевым отраслям экономики. В качестве примера я мог бы привести, например, Жатайскую судоверфь, где планируется создание современного судостроительного комплекса для обеспечения речным флотом. Ну и, конечно, я не могу не отметить новые технологии, индустрию информационных технологий, которая достаточно хорошо развита в республике. И республика является одним из лидеров по Дальнему Востоку и в целом по России. И эти проекты, эти инвестиции, несмотря на достаточно скромные масштабы сравнительно с недропользователями или с промышленными предприятиями, создают новое качество экономического роста, создают новую среду, и они привлекают людей нового поколения и новых взглядов, чтобы они оставались на территории республики или приезжали со всей России. И, конечно, развитие IT-кластера, развитие технопарка, который уже существует, и создание условий для того, чтобы IT-компании, компании высокотехнологичного сектора, стартапы активно развивались у нас здесь, в Якутии, будет также одним из приоритетов. Еще один приоритетный и стратегический проект – мост через Лену. Место предполагаемого строительства перехода Табагинский мыс показал накануне глава региона СН Николаев Александру Козлову, министру по развитию Дальнего Востока. Во время рабочей поездки федеральный чиновник осмотрел и площадки территории опережающего развития Кангаласы. В эксклюзивном интервью «Якутия-24» Козлов подчеркнул, у республики есть все возможности, чтобы наращивать промышленные объемы. В качестве примера он привел другую территорию опережающего развития – Южная Якутия в Ниренгринском районе. Инвесторы просят ее расширить. Министр по развитию Дальнего Востока отметил, что регионы получат всю необходимую поддержку. Приняты решения, связанные с поддержкой регионов финансово. И поддержка осуществляется инвестиционным проектом, который реализуется на территории. Все зависит от возможностей региона, они разные. И второй момент – это, так назвали мы ее, единая субсидия. Это вопросы, связанные с финансированием социально-экономических планов, которые приняли руководители регионов, каждый на территории. И сегодня мы подписываем соглашение с главами и на следующей неделе планируем начать финансирование. Часть этой единой субсидии руководство Якутии, например, направит на создание инфраструктуры, укладку асфальта, установку линий электропередач в рамках предоставления дальневосточного гектара. Кстати, первый участок земли по федеральному проекту получили именно в Ниренгринском районе. Южная Якутия в списке территорий, попавших в программу социального развития Дальнего Востока. В ближайшие 3 года Ниренгринский район получит 500 миллиарда рублей. О проектах Игорь Акимов. Около 105 миллионов рублей будет направлено на капитальный ремонт детской поликлиники. Еще 396 миллионов рублей на реконструкцию сооружений городского водопроводно-канализационного хозяйства. Эти два проекта были отобраны по итогам работы заседания комиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. На финансирование Ниренгринской детской поликлиники в федеральном бюджете предусмотрено 104,9 миллиона рублей. Завершиться реконструкция должна в 2020 году. По моему сугубо личному мнению, наша поликлиника, я здесь родился и вырос, и, насколько я помню, капитальный ремонт не производился ни разу. Да, я считаю, что это даже очень необходимо. Детская поликлиника находится в плачевном состоянии. Туда даже бывает порой и страшно заходить, и не хочется, если честно. 4-этажное каменное здание построили в 1991 году. Его общая площадь составляет 7226 квадратных метров. Несмотря на неважный внешний вид, здание находится в хорошем техническом состоянии. Ее конструктивные элементы избежали деформаций. Кроме того, это типовое здание детской поликлиники, строившееся с учетом требований медицины конца 80-х годов. Потому масштабная его реконструкция не потребуется.
завершится. Ожидается, что капитальный ремонт начнется в следующем году. Это будет и облицовка здания, это будет смена полностью канализационных и прочего оборудования, то есть внизу здания. Это будет смена окон, как вы видите, у нас тут уже что творится. Вот внутри у нас будет здание разделено по окончанию ремонта на 2 блока. Это блок для инфекционных больных с отдельным входом и блок для здоровых пациентов с 2 регистратурами, с 2 раздевалками и так далее. То есть ожидаем очень много от этого ремонта. В рамках подготовительных работ вскоре начнутся инженерные изыскания и разработка проектно-сметной документации. Кроме всего, администрацией больницы составлены заявки и паспорт на оснащение современным медоборудованием данной поликлиники и заявка на перечень дорогостоящего оборудования для центральной районной больницы. Весь перечень состоит из 17 единиц оборудования, в том числе магнитно-резонансный томограф для нерентгенской ЦРБ, 2 рентгеновских аппарата для ЦРБ, видеоэндоскопический комплекс, оборудование для реабилитации, для открытия реабилитационного отделения. Данная заявка пока не включена в программу развития Дальнего Востока. Главврач надеется, что это будет вторым этапом после реализации проекта по капитальному ремонту детской поликлиники. Также важным является вопрос возмещения в 2018 году Нерюнгринскому городскому водоканалу недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов в размере 22,7 миллиона рублей. В ближайшем будущем произойдет масштабная замена оборудования и капитальный ремонт сетей. Основной задачей предприятия сегодня является качественное и бесперебойное водоснабжение и водоотведение объектов города Нерюнгри и поселка Серебряный Бор, в том числе жилых домов, промышленных объектов и объектов социальной сферы. Мы будем производить замену резервуаров чистой воды. Они уже прослужили 35-37 лет, все изношены и требуют постоянного ремонта. Включены в программу работы по замене водоводов, которые идут на Серебряный Бор. На сегодняшний день, благодаря выделенным средствам, реализация этих 2 масштабных проектов гарантирует жителям Нерюнгри улучшение качества жизни уже в ближайшем будущем, что свидетельствует о положительной динамике в развитии региона в целом. Игорь Акимов, Тамара Игнатьева, Лилия Ягудина, Вадим Барашков. Специально для «День за днем». Сейчас короткая реклама, через 2 минуты мы вернемся и вот о чем расскажем далее. Посетить Алмазный край и обсудить политику компании «Алроса» Айсен Николаев побывал в Мирнинском районе. Интересовали ремонт дорог, строительство социальных объектов и надоевшие долгострои. Все народы Якутии едут на Эсэ-Халанхон. Национальный праздник начался в Алдане. Встречать лето жители республики будут 2 дня. Что ждет гостей, как готовился район золотодобытчиков. Оле-оле! Чемпионат мира по футболу продолжается в России. Как спортивный праздник превратился в фестиваль культуры стран и какая атмосфера царит в городах, где проходят матчи Мундиаля. Якутия день за днем, подводим итоги недели. Месяц назад Айсен Николаев был назначен исполняющим обязанности главы Якутии. За это время он побывал в районах, пострадавших от весеннего паводка, съездил в Верхневилюйский и Нерюнгринские районы. На неделе с рабочим визитом посетил и Алмазный край. Марьяна Кутукова по пунктам о программе визита в Мирнинский район руководителя республики. Компания «Алроса» является бюджетообразующей компанией Республики Саха-Якутия, и я уверен, что в ближайшие годы она такой и сохранится. Мы поддерживаем тот курс, который сегодня взят компанией на изменение. Так, исполняющий обязанности главы Якутии подвел итоги прошедшего в мирном собрании акционеров компании «Алроса». Утвержден размер дивидендов, одних из самых высоких в истории алмазного гиганта. Сумма 38,5 миллиардов рублей. На собрании акционеров говорили и о планах. Этот год, уверены в руководстве «Алроса», будет стабильным. Он будет лучше в части финансовых показателей, выручки, чистой прибыли. Вы знаете, сегодня и курс рубля превышает тот курс, который был в прошлом году, и мы здесь получим дополнительный эффект. Мы остаемся, что самое важное, социально ориентированной компанией. Мы продолжаем те проекты, которые и начаты на территории
на территориях, на которых мы работаем. Объезд алмазной столицы начался со строящегося здания детского реабилитационного центра «Харысхал». Завершить работы должны в сентябре. Затем группа проинспектировала главный долгострой города по проспекту Ленинградского. Владельцы недостроенных квартир ждут новоселья 3 года. Застройщик лишь обещает сдать объект. Сроки постоянно переносятся. Электрика уже выполнена, а вода-канализация выполняется сейчас. Срок исполнения до конца июля. В сентябре мы его сдадим. Слушай, Роман, давай не будем Арсений Сергеевич, в сентябре я сдам, я обещаю. На следующий день Айсен Николаев вылетел в Удачный. Он осмотрел промышленные объекты «Алроса» и автобазу Удачнинского горно-обогатительного комбината. Айсена Николаева интересовала работа школ, детских садов и местной больницы. Много у нас вопросов, начиная от самого аэропорта Полярный. Так, он долго и верно уже служит так населению. Есть определенное уже обветшание, в том числе взлетно-посадочной полосы. Здесь мы будем работать с федеральным правительством. Конечно же, есть много вопросов, связанных с развитием вот этого всего куста Удачинско-Айхальского. К сожалению, есть вопросы по электроснабжению. Вот, мы будем ставить сейчас вопрос перед руководителем Якутскэнерго и, может, даже руководством Русгидро для того, чтобы все-таки эту проблему они не просто взяли на внимание, а ее надо срочно решать, потому что не дело, когда такой город, такое производство, так как рудник Удачный, оказывается без электроснабжения из-за каких-то аварий на линиях Якутскэнерго. Это недопустимо. Завершая рабочий визит, Айсен Николаев подчеркнул, социальную ответственность на территории Мирнинского района должна нести не только «Алроса». Кроме нее в Алмазном крае работают еще 11 крупных недропользователей. Поэтому вопрос нужно решать совместно с правительством республики и района. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Якутия. День за днем. Айсен Николаев активно приступил к работе на посту руководителя Якутии. Параллельно с командировками в районы и встречами с населением он издал несколько принципиально важных указов. Мы составили небольшой обзор. Первый указ на посту руководителя Якутии Айсен Николаев подписал 30 мая, через 2 дня после назначения. Документ связан с преодолением последствий весеннего паводка. Указ касается не только республиканских органов власти, но и федеральных, действующих на территории Якутии. Тысячи людей потеряли имущество, пострадали сотни домов, разрушены километры муниципальных и региональных дорог, говорил тогда Николаев. На тот момент ущерб от паводка в Якутии составил 1 миллиард 200 миллионов рублей. Далее последовал пакет кадровых указов. Айсен Николаев назначил с приставкой ИО помощника главы, руководителя департамента по информационной политике, 2 заместителей руководителя администрации главы и правительства, руководителя секретариата, 2 советников, руководителя департамента мониторинга и контроля администрации главы, руководителя департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы, а также руководителя департамента внутренней политики, администрации главы и правительства. А в начале июня Айсен Николаев анонсировал сокращение в администрации главы правительства Якутии. Штатная численность чиновников должна уменьшиться на 7%. Сократить должны и праздничные мероприятия за счет муниципальных или республиканского бюджетов, если они не относятся к государственным или национальным. Затем последовали первые масштабные изменения. 10 июня Айсен Николаев утвердил новую структуру Кабинета министров Якутии. Верхушка теперь выглядит таким образом: председатель правительства, 2 первых заместителя, 3 зампреда, 18 министров и 4 председателя государственных комитетов. Николаев упразднил Министерство по развитию институтов гражданского общества, Госкомитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок, Управление по регулированию алкогольного рынка, Управление по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Руководитель региона преобразовал Министерство инвестиционного развития и предпринимательства в Министерство предпринимательства, торговли и туризма, Министерство охраны природы в Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, присоединив к нему Департамент по лесным отношениям. Министерство связи и информационных технологий в Министерство инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики в Министерство сельского хозяйства, а Департамент по внешним связям в Министерство внешних связей и делам народов. После структурных изменений в правительстве Якутии были сокращены 174 работника,
количество исполнительных органов власти уменьшилось с 35 до 30. Через 3 дня Айсан Николаев назначил вице-премьеров. Первым заместителем председателя правительства Якутии стал Алексей Стручков. Человек в кабинете министров не новый. В разные годы Стручков занимал посты министров промышленности и экономики, был первым заместителем председателя правительства региона. Пост вице-премьера заняла Ольга Балабкина. В обновленном составе правительства она будет курировать социальный блок. Балабкина – депутат с 10-летним стажем. Последние 5 лет заместитель председателя парламента Якутии. Отвечать за сельское хозяйство в качестве зампреда правительства будет Денис Белозеров. Последние 4 года он руководил якутским хлебокомбинатом. В марте этого года был назначен министром экономики Якутии. В должности находился 3 месяца. Выборы главы Якутии, напомню, пройдут 9 сентября. Для региона предстоящая осень будет уж слишком выборной. Выборы главы Якутска, депутатов Якутской городской думы, народных депутатов Госсобрания Алтумен и руководителя республики. Это не учитывая районных избирательных кампаний. Потом затишье почти на 5 лет. Интересный факт. Осенью досрочные выборы глав пройдут в 17 регионах России. О губернаторах-технократах и ожиданиях от их работы мы поговорим с политологом Арсением Беленьким. Он на связи с нашей студией. Арсений, здравствуйте. С какими задачами придется справляться новым руководителям регионов в общероссийском масштабе? Потому что, как известно, одна из главных установок – это исполнение новых майских указов Путина. Ну, смотрите, тут, наверное, самый важный все-таки это общефедеральный и всероссийский тренд, который обозначен Путиным после его избрания президентом Российской Федерации, на то, что России крайне важно наверстать темпы экономического развития, чтобы экономика начала развиваться, начали развиваться в том числе новые отрасли экономики. Большое внимание уделяется цифровой экономике, цифровизации, модернизации и так далее. Вот. И это вызов перед всей страной, от которого в том числе, как Владимир Владимирович сформулировал, зависит и безопасность страны. И развитие каждого региона вносит свой вклад в общее развитие страны. Тут нету тех, кто может остаться на обочине, нужно все вместе слаженно действовать. Довольно часто в дискуссиях звучит такое выражение, как консолидация элит. Руководство страны ждет о том, что на федеральном уровне, на каждом региональном уровне произойдет некая консолидация людей, которые относятся к элите, те, кто управляет страной в госорганах, управляет какими-то предприятиями, общественными организациями, политическими партиями. Очень важный вопрос сейчас стоит о том, что те чаще молодые люди, которые пришли к управлению регионов, некоторых из них называют технократами, им нужно выстраивать диалог с обществом, диалог с населением, им нужно становиться больше политиками, в том и хозяйственниками, но в том числе и политиками. И вот эти задачи перед ними будут стоять в ближайшее время. Сейчас модно говорить о губернаторах-технократах, специалистах в области экономики и управления. Многие в Рио с хорошим образованием, квалифицированные финансисты. Неужели эпоха крепких хозяйственников окончательно прошла? Те люди, которые приходили в 90-е к управлению регионом, они были часто из реальных секторов экономики, они были руководителями крупных предприятий, имели опыт хозяйственной деятельности, разбирались в своих секторах экономики. То же самое происходит и с технократами. Просто они люди моложе, есть естественный процесс смены поколений. Сейчас на смену тем людям, которые глубоко часто за 60, приходят люди, которым за 40, но они тоже опытные хозяйственники в своих секторах. Многие из них руководили городами, были заместителями министров, имеют большой опыт управления и людьми, и глубоко погружены в экономические реалии. И все-таки именно на технократов делают ставку в Кремле. Будет ли новым руководителям регионов в случае избрания легче договариваться с федеральным центром, получать дотации и преференции, или Кремль постарается губернаторов отправить в свободное плавание? То есть ищите инвесторов, реализуйте приоритетные проекты и выходите на самообеспечение региона. Я полностью уверен в том, что при принятии решений по назначению губернаторов руководство страны отдает себе отчет, то, что ситуация в регионах абсолютно разная. У нас есть регионы
доноры, есть регионы-реципиенты, есть регионы, в которых исторически сложилась выгодная экономическая ситуация, есть регионы, в которых добывается нефть и газ, и никто губернаторов на произвол судьбы не бросает, так же, как и их регионы. И насколько я знаю, те программы по финансированию региональных программ, они не сворачиваются. Может быть, будет не та ситуация, когда губернатор приходит и кричит о том, что у меня прям все пропало, дайте мне там, вне закона, там, не знаю, из кубышки деньги, а губернаторы будут участвовать в федеральных программах. Вопрос будет, что они будут не выбивать деньги, да, а поставить это какой-то системный поток с возможностью прогнозирования, с пониманием того, сколько денег в регион будет приходить в ближайшие годы. Арсений, спасибо, что ответили на вопросы. На связи со студией был политолог Арсений Беленький. Говорили об ожиданиях от работы новых российских губернаторов. Новым дальневосточным губернаторам, выбрать предстоит 6 из 9 руководителей, придется решать и проблему оттока населения. За прошлый год из регионов Дальнего Востока уехали 15 тысяч человек. Одна из причин – нерешенный квартирный вопрос. Нормативная стоимость квадратного метра жилья на Дальнем Востоке колеблется от 35 до 60 тысяч рублей. В Якутии пришли к возможному решению проблемы – социальная аренда жилья. Государство выкупает квартиры, делает там ремонт, покупает мебель и технику, а затем сдает по более низкой цене. Кто может претендовать на современное и дешевое жилье, знает Кристина Якупова. Это у нас кухня. Мы вдвоем же получается. Мы вдвоем с мужем, ага. Однокомнатная квартира с хорошим ремонтом, мебелью и техникой – спасительное решение для семьи Герасимовых. Муж Ольги – инвалид первой группы. На прием к врачу каждый день. Раньше жили в пригороде Якутска. На дорогу тратили по 10 часов в неделю. Переехать в город Герасимовы смогли благодаря программе социальной аренды жилья. Муж купил газету, и там было объявление маленькое, что арендное жилье по новой программе будет работать, и там будут собирать к такой-то день документы. Конечно, когда человек больной, ему постоянно нужно, чтобы больница была рядом, врачей вызывать рядом, и нам удобно, ухаживающим. Национальный проект «Ипотека и арендное жилье» запустили в прошлом году. Сегодня 28 квартир по улице Каландрашвили в Якутске уже заселены. И вот новый объект – 37 квартир в новостройке на Богдана Чижика. В настоящее время Минстроем проводится работа по выбору кандидатур. И 15 квартир будут сданы по льготной цене. 22 квартиры по коммерческой цене. Но также рассматривается вариант, что все квартиры будут сданы по льготной стоимости. Но даже коммерческая цена у государства гораздо ниже, чем у частных арендодателей. Стоимость арендной платы на квартиры социальной направленности однокомнатной – 14 тысяч, двухкомнатной – 16 тысяч, трехкомнатной – 20 тысяч рублей. По коммерческому направлению аренда однокомнатной составит 20 тысяч, двухкомнатной – 25 тысяч, трехкомнатной – 30 тысяч рублей. У частных же арендодателей ежемесячная плата однокомнатной квартиры составит 25 тысяч, двухкомнатной – 30 тысяч, трехкомнатной – 35 тысяч рублей. Первыми право на льготную аренду получают инвалиды первой группы, семьи с детьми-инвалидами, а также с детьми, которые нуждаются в длительном лечении в Якутске. По данным Минздрава, в регионе зарегистрированы 5900 инвалидов первой группы. Большая часть – это дети. Строительство данного арендного жилья, оно, конечно же, будет способствовать повышению комфортности и удовлетворенности населения республики, потому что данная категория инвалидов и вообще малообеспеченная группа населения республики приезжает на специализированное, в том числе на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в республиканские медицинские учреждения. Квартиры сдают под ключ. Тратиться на штукатурку стен, поклейку обоев не придется. Во всех квартирах сделан отличный ремонт. Светлые стены, ламинат, натяжные потолки по всей площади. Квартира оснащена всей необходимой бытовой техникой. Стиральная машина, холодильник, печка. Более того, есть вся необходимая мебель. Кухонный гарнитур, диван и шкаф. Арендаторам остается только заселиться.
Договор с арендаторами заключается на 11 месяцев. При желании его можно продлить. Скоро утвердят критерии, по которым будут сдавать новые социальные квартиры. На льготную аренду смогут претендовать студенты, семьи с детьми и молодые специалисты. У нас 56 миллионов семей, 26 миллионов семей, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Из них почти 7 миллионов семей готовы сегодня воспользоваться арендой. Якутия – один из первых регионов России, где реализуется федеральная программа. В планах правительства распространить социальную аренду жилья в других районах республики. Я им благодарна и всем тем, кто эту программу сделал для больных. Забота государства, опять же, в этом проявляется. Мы надеемся, что вот живя в такой благоустроенной, хорошей квартире, все лечение лучше пойдет, конечно. Кристина Якупова, Якутия день за днем. Сейчас короткая реклама. Вот о чем расскажем ровно через 2 минуты. Все народы Якутии едут на ИСЭ Халанхон. Национальный праздник начался в Алдане. Встречать лето жители республики будут 2 дня. Что ждет гостей и как готовился район золотодобытчиков. Оле-оле! Чемпионат мира по футболу продолжается в России. Как спортивный праздник превратился в фестиваль культуры стран, какая атмосфера царит в городах, где проходят матчи Мундиаля. Это Якутия день за днем. Говорим о главных событиях этой недели. Республика продолжает восстанавливаться после разрушительного паводка. Регион проинспектировал заместитель министра по чрезвычайным ситуациям России Павел Барышев. Первым делом он отправился в Амгинский район. Напомню, в период весеннего половодья там подтопило 7 наслегов, пострадали 259 домов, в которых проживает более 1000 человек. Затопило 7000 гектаров сельхозугодий. Вот подъем такая трещина, там вода, ага. И вот видите, какая вот вообще обвал пошло. И туда там тоже. Трещина до самого. До вот этот забор идет. Замглавы МЧС России Павел Барышев осмотрел десятки подтопленных домов в Амгинском районе. Первый пункт – село Промкомбинат. Его стихия не пожалела. Во время паводка в воде оказались почти все жилые постройки. Амгинцы сушат, полы, меняют проводку. Однако некоторым это не поможет. Остается лишь один вариант – строить дом заново. Здесь тоже пытались откачивать, она не уходит. Отопление, вопреки распоряжению главы, перестали подавать в дневное время. Уже 20 мая. Возобновить подачу тепла – задача местных коммунальщиков, считает замминистра. Только после этого жильцы смогут просушить дома и вещи. Пострадавшие не скрывают, выделенных на ремонт денег не хватает. Я одна прописана, 25 тысяч, потому что у меня муж прописан в Амге, а я одна поэтому 25 тысяч только получила. Сразу купила генератор, но почувствовала, что котельная не будет. Мы почти месяц удивились. Многодетный отец Олег Егоров не ждет помощи. Сам ремонтирует дом. Убрал полы, чтобы быстрее просушить фундамент. Изнутри все вынес же, да? Да. Полы все снес. Покажи, как там работа ведется. В такой ситуации, когда люди остаются наедине с бедой, быть не должно, уверен Барышев. Местные спасатели должны присоединиться к восстановительным работам. Каждую семью, вот этот Егоров, ну что он там один сделает? У него семья 4 человек. Ставьте туда людей. Каждый конкретный дом, как это было в Ленске. Это примерно то же самое. Каждую конкретную улицу, каждый конкретный дом отрабатываем, восстанавливаем и сдаем. Паводок в Амгинском районе нанес ущерб на сумму 62 миллиона рублей. Восстановление продолжается, но не хватает материалов. По подсчетам, которые по заявкам, да? По заявкам нам нужно 17 тысяч кубов пиломатериалов и 59 тысяч кирпичей. 700 жителей подтопленных домов получили субсидии из республиканского бюджета. Сумма составляет 12 миллионов 845 тысяч рублей. По второму списку республиканского бюджета заявку на 1041 мы сделали. Ждем распоряжения правительства для выплаты граждан. Также у нас порядка 150 граждан остались через суд, то есть они будут признаваться в суд. Также комиссией решено 644 человека
на федеральное финансирование. В тот же день совещания в Якутске замглавы МЧС страны отметил, что в итоговый отчет о ликвидации последствий паводка нужно включить информацию об адресной помощи каждой семье. К сожалению, то, что мы увидели, не совсем правильно. Я думаю, что надо напомнить по каждому населенному пункту, по каждой семье необходимо иметь паспорт или дорожную карту. Но это должна быть такая проделана. Кроме этого, конечно, нам нужно и этим заниматься постоянно, то, что вы включили сегодня по детям. Надо заниматься по маломобильным группам населения. И на контроле держать это ежедневно. Поручения главам пострадавших районов по итогам визита замминистра просты. Учитывать сроки начала занятий в школах и отопительного сезона при составлении графика аварийно-восстановительных работ. Финансовую помощь и материальные выплаты пострадавшим от паводка должны обосновать в Министерстве экологии Якутии. Предоставить документы нужно до 4 июля. Дмитрий Тымыров, Павел Пахомов, Якутия. День за днем. Амга и другие поселки, пострадавшие от паводка, безусловно, преобразятся. Тем более с восстановлением поможет и федеральный центр. Измениться помогают не только чрезвычайные ситуации, но и национальные праздники, как пример Исэх-Аланхо. Ежегодно меняется место проведения, и принимающие районы сразу чувствуют плюсы от праздника. В 2014-м в Хангаласском районе отремонтировали автодорогу МНАС и улично-дорожную сеть Покровска. В 2015-м в Чарапчинском районе построили трибуну на 3000 мест и реконструировали музей этнографии. В прошлом году в Вилюйском Улусе отремонтирован ипподром. Названа лишь малая часть построенных объектов. Сегодня Исэх-Аланхо открылся в Алдане. Татьяна Вахнина о подготовке к Дню летнего солнцестояния. Заискрилась и заиграла яркая феерия праздника Исэх-Аланхо. Это событие явилось долгожданным не только для алданцев. За всю историю праздника в промышленном районе Исэх проводится в первый раз. Его открытие на торжественной церемонии объявил исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев. Дорогие друзья, глубинный смысл нашего Аланхо заключается не в послании благодати, благословения, изобилия на Срединную землю. И наш долг каждого из нас, работать так, чтобы люди в нашей Якутии жили богато и счастливо. Обряд очищения и благословения гостей продолжился ярким представлением, подготовленным юными алданцами. В постановке по мотивам эпоса Аланхо были задействованы порядка 500 школьников. Официально приглашенных лиц и членов делегации районов оказалось порядка 2000. Всего на алданской земле праздник Исэх собрал около 20 000 человек. Столь массовый прием алданцы проводят впервые, и хозяева предусмотрели все, чтобы встреча гостей прошла на высоком уровне. Общение здесь очень хорошо, природа очень хорошая, и погода сегодня очень хорошая. Очень рада, что у нас такое построили. Очень вообще радовались все, что остается это все у нас. Мы очень довольны, очень счастливы. Мы сразу согласились выступать, но это очень интересно и занимательно. Несколько лет назад мы уже выступали на этом празднике, мы очень маленькими были. Но сейчас это несравнимо с тем, что было. Раньше мы как-то относились к этому, к якутским танцам, что есть, что нету, а сейчас это очень прям завораживает. Да. И хочется с ним танцевать, то, что они делают. Это очень круто. Главными гостями праздника стали аланхасуты, те, кто является олицетворением культуры и духовности якутского народа. На праздник в Алдан прибыли порядка 70 сказителей эпоса Аланхо. Легенды, повествующие о 3 мирах, на площадке Сывыки зазвучали днем ранее. В преддверии праздника состоялся республиканский конкурс аланхасутов. Чуть поодаль от сердца праздника центральной Тюсюлге расположились урасы наследов поселений района и предприятий. В шатрах представлено все богатство и великолепие якутской культуры. Праздник якутского лета символизирует единение народов. Людей порой разделяют километры, однако всех нас связует любовь к родному краю.
Настроение хорошее, все мы уже готовы к конкурсам, приготовились, у нас выставка большая. Также завтра участие на национальную одежду, сегодня у нас это выставочный конкурс. Празднование ИСААХ Аланхо будет проходить 2 дня. Гостей ожидают представления, концерты, спортивные состязания, творческие конкурсы, выставки. В дни ИСААХа принято веселиться и радоваться. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Сенсационный чемпионат мира по футболу продолжается в России. Действующий чемпион мира сборная Германии не смогла выйти из группы. Аргентина во главе с Лионелем Месси была близка к вылету, но смогла удержаться и выйти в плей-офф. Огромную ложку дегтя в последнем туре группового этапа чемпионата мира добавила сборная России. Наши футболисты без особых проблем разобрались сначала с Саудовской Аравией, счет 5-0, а затем и Египтом 3-1. Таким образом, впервые за новейшую историю России мы пробились в плей-офф мирового первенства. Последний раз из группы на Мундиале выходила сборная Советского Союза в 1986 году. Оставалась последняя игра против Уругвая. Матч лишь мог изменить наше положение в группе А. Выходим в 1/8 или с первого места, или со второго. Болельщики и эксперты предрекали, российские футболисты победят. Ошиблись. Возникло чувство, словно энергичной, злой, забивающей египтянам и саудитам команды и вовсе не было. Ошибки, ошибки, ошибки. На 10-й минуте матча счет открыл Суарес. Далее на 23-й минуте происходит автогол. В свои ворота забивает Денис Черышев. В конце игры на 90-й минуте точку ставит Кавани. Счет 3-0 в пользу Уругвая. Россия становится первой европейской сборной, которая не смогла победить в своей группе в качестве страны-хозяйки чемпионата мира по футболу с 1982 года. Обидно? Безусловно. Возможно, футболисты сборной России не справились с давлением. Чемпионат мира проходит дома, ответственность невероятная. Ожидания болельщиков, которые постоянно упрекают команду, завышенные. Может, наоборот, футболисты расслабились. Выход в плей-офф обеспечили, поэтому с Уругваем можно не играть в полную силу. Кто ждет Россию в 1/8? Сборная выходит на команду Испании, которая заняла первое место в группе «Б». Россияне встречались с Красной Фурией 6 раз. 2 матча свели в ничью, 4 встречи мы проиграли. Есть ли шансы победить Испанию? В группе испанцы играли невыразительно. Обыграли со счетом 1-0 Иран. Матчи против Португалии и Марокко свели в ничью. Россияне, несмотря на обидную осечку с Уругваем, показывают неплохой футбол. При этом последний матч с Испанией, который состоялся в ноябре прошлого года, мы завершили со счетом 3-3. В общем, болеем за наших. Болеют за красивый футбол и журналисты. Пишущая и снимающая братья в эти дни не только работает, но и просто смотрит. Кто со стадиона, кто из фан-зоны, с флагами, кричалками, плакатами. Все заметили, города, где проходят матчи, преобразились до неузнаваемости. Россияне показывают иностранным болельщикам, что такое настоящее русское гостеприимство. И прямо сейчас об атмосфере в Москве, Волгограде и Казани. Привет с Мундиаля. Сразу прошу прощения за не очень качественную видеосъемку. Здесь страшная жара, солнце палит, так что тень идеальную найти вообще практически невозможно. И достаточно громкие звуки. Итак, чемпионат мира по футболу, Мундиаль. Это праздник не только 32 команд, лучших команд планеты, футболистов, но и, разумеется, фанатов, их поклонников этой великой игры. Конечно же, их собралось здесь просто невероятное количество в разных городах страны. И буквально, вы знаете, вот все флаги в гости к нам. Это банальная фраза, но в данном случае она действительно верная. Сейчас за спиной вы видите прекрасный стадион. Это стадион в Волгограде, на берегу Волги. И самыми эпицентрами становятся именно эти стадионы. Атмосфера тут тоже потрясающая. За несколько часов до начала матча начинается такое столпотворение. Зрители подтягиваются к стадионам. Все идут, проходит достаточно строгий, надо сказать, досмотр. Вообще, что касается мер безопасности, стоит тогда говорить особо. Они, вы знаете, достаточно такие драконовские, что ли, но в то же время, удивительное дело, ненавязчивые. И, в принципе, все понимают. Полиции в городе
очень много, но ведет она себя очень корректно. И тоже, если так особо внимания не обращать, то как бы никогда с ней не столкнешься. Дух доброжелательства кругом. В этом, наверное, и заключается еще одна прелесть таких форумов, больших форумов. На стадионах царит такая же атмосфера. Здесь, конечно, страсти кипят совершенно бешеные, бурные. Особенно, когда назначаются какие-то пенальти, где люди просто некоторые находятся на грани нервного срыва. Ну, их можно понять. Итак, чемпионат уже перевалил через экватор. Наверное, с переходом его в стадию плей-офф, когда команда останется меньше болельщиков, ну, такого разнообразия болельщиков географического уже, может быть, и не будет, но, тем не менее, страсти будут кипеть все более и более нешуточные, потому что команды будут уже играть на вылет. Будем следить за развитием, что ли, этого чемпионата, будем дальше участвовать в нем. Все еще впереди, еще больше, чем 2 недели. Во всяком случае, Россия уже показала, и многие болельщики из разных стран это подтверждают, то, что чемпионат получился, и Россия очень доброжелательно и дружелюбно встречает всех своих гостей, и слышать это, честно говоря, очень приятно. Оле! Настоящий футбольный праздник происходит здесь, в самом центре Татарстана, в городе Казани. Невозможно передать ту атмосферу, которая творится сейчас в городах-организаторах. Это чувство полного взаимопонимания, уважения, а также дружбы и, конечно же, чувство радости и безграничного счастья. Главными героями Мундиаля являются вовсе не звезды большого футбола, а именно их преданные фанаты, которые приехали сюда со всех точек планеты, именно они создают эту атмосферу праздника и вечного фестиваля. Также хочется отметить высокий уровень организации всех мероприятий и гостеприимства наших соотечественников. Еще чувствуется мощная поддержка нашей сборной, так как именно в городах-организаторах, где проходят домашние матчи, просто невозможное творится. На зону фан-феста, где мы сейчас также находимся, просто невозможно протолкнуться. Нужно приходить туда за 3 часа. Хочется сказать огромное спасибо всем, кто выстоял этот чемпионат в России и подарил всем россиянам этот праздник. Ну, что насчет атмосферы в Москве? Она действительно очень крутая. Я не помню такого, чтобы был такой праздник, было столько иностранцев, особенно это было заметно в первые дни чемпионата и за несколько дней до начала, когда они все начали только приезжать в Москву, потому что они приезжали в Москву и уже разлетались по разным городам. Вообще в начале это все было похоже на какой-то карнавал, это был такой праздник, они такие шумные, веселые, яркие, очень непривычные. Было очень сложно идентифицировать вообще город. Город изменился до неузнаваемости, потому что казалось, что ты не в России, ты не в Москве, это где-то, я не знаю, за границей. Это была Барселона в лучшие, так сказать, в пик сезона летний, когда все языки в гости к нам, все страны в гости к нам. Вообще говорят, сравнивают это все с настроением Олимпиады 80, когда тогда в Москву приехало тоже очень много иностранцев. И все это, конечно, ощущается, все это очень круто. И действительно, ты когда видишь вокруг себя этих счастливых людей, которые счастливы, которые радуются, которые приехали в нашу страну, и у тебя тоже поднимается от этого настроение, и кажется, что действительно все рамки какие-то, они безграничные. Все вот эти вот положительные эмоции, которые везут с собой иностранцы, это огромная реклама России. И на этом сходятся очень многие специалисты, потому что тысячи людей выкладывают в Инстаграм крутые фотографии с крутыми своими комментариями. И миллион их соотечественников, смотря на эти фотографии, читая комментарии, у них будет складываться совершенно другое представление о России, не то, которое им показывают по телевизору дома. И это очень круто. Таковы итоги недели. Наши корреспонденты следят за главными событиями день за днем. До свидания.